Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем вы скоро познакомитесь? Будем смотреть на самое ближайшее время. Срок возьмем 3 недели. Загадайте, пожалуйста, на себя, на новые знакомства. Задайте вопрос от своего имени. Так и спросите: с кем мне суждено скоро познакомиться? И песочек все покажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Как у вас тут все переплелось, сплелось. Так, мои хорошие, здесь несколько персонажей. У кого-то отыграется 1, у кого-то 2, у кого-то 3, у кого-то все отыграются. Я сейчас вам перечислю, ну а вы уж там сами отталкиваетесь от своей жизненной ситуации. Смотрите. Здесь показано, что вам скоро куда-то нужно будет выезжать, отъезжать, у кого-то, может быть, гостить. Ну, какая-то поездка у вас запланирована, либо выход в гости, в люди, как говорится. Здесь все уже как подготовлено, как будто бы все ниточки, они на своих местах. И кто-то очень опытный за эти ниточки дергает, да? Здесь кто-то задумал вас с кем-то познакомить, как сваха, скорее всего, ну, либо мужчина-сваха, либо женщина-сваха. Вас позвали именно с той целью, чтобы вас с кем-то познакомить. Сразу хочу сказать, что знакомить будут с очень хорошим и достойным человеком. Человек действительно личность, причем высокого полета личность, человечек и хорош собой, и положение достаточно прочное у этого человека. Единственное, что человек в момент, когда вас будут знакомить, получается сейчас, да, не очень ориентирован на создание, допустим, семьи, да, либо в принципе не ориентирован на отношения, может быть, только недавно лишь вышел из каких-то болезненных отношений, либо с головой погружен в свой бизнес, либо в свою работу. Вот это единственное «но», которое может возникнуть. Но тот, кто будет знакомить, уже как будто бы все там посчитал, просчитал, и такой думает: о, классный вариант, классный вариант. 2 замечательных человека, друг на друга похожи, друг другу идеально подходят. Да, туда, куда вы поедете, либо туда, куда вы пойдете, там вас уже будут ждать. Там будет устроено как свидание, да, будет устроено знакомство. Смотрины, одним словом. Да, мои хорошие, видите, как за вашей спиной коварные планы по поводу того, чтобы вас с кем-то познакомить. Надо отдать должное, я так понимаю, все будет настолько тщательно, выверено, подстроено, что вы даже не поймете, что вас специально и знакомят. Просто не поймете. Знакомство будет приятным, я это вижу. Может быть, вы и не увлечетесь друг другом, по крайней мере, познакомитесь, это точно. Вот, опять же, мужчина неплохой, но он больше как работа, бизнес, туда смотрит. Я так понимаю, что времени просто ему не хватит, да, для того, чтобы еще и с вами роман крутить. Да и вы, возможно, в какой-то степени сможете считать этого мужчину и скажете: да, мужчина хороший, но он как бы весь в работе, весь в делах, либо он все время будет говорить о своей работе. Вы такая скажете: нет, я хочу мужчину, который бы смотрел только лишь на меня и думал только лишь обо мне.
Вот. Но опять же, каких-то вот не будет этих искорок между вами, да, эти, как они называются, мурашки, да, не будут бегать, нет искры. Может быть, у вас такое настроение тоже. Знаете, как все сойдется. Смотрите, знакомство состоится в загаданный срок, а вот продолжение этого знакомства, оно будет у вас попозже, прям значительно попозже. Поверьте, не просто так судьба позволяет вас двоих свести, познакомить. Там есть какой-то план и на вас, на этого мужчину, но это будет гораздо позже. Ну, скорее всего, в следующем году и, скорее всего, где-то ближе, там, конец весны, начало лета. В общем, не просто так все будет, очень даже и непросто. Приятное знакомство, приятно проведенное время, хорошее впечатление, ну, как бы и точка. Вот, хотя вы обменяетесь контактами, возможно, даже там друг на друга в соцсетях подпишетесь, но как бы продолжения пока не вижу. Продолжение у вас идет, но гораздо попозже. Ну, тем не менее, что есть, то есть. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то мужчина вас высматривает. Вот в прямом смысле слова. Может быть, с окна своего дома, квартиры высматривает. Может быть, с соседнего офиса высматривает. Может быть, с вами где-то там рядышком находится и все вас высматривает. Вы этому мужчине очень нравитесь. Вы, скорее всего, ну, заочно знакомы, либо так, шапошно знакомы. То есть близкого знакомства между вами нет. То есть он знает, как вас зовут, он знает вашу фамилию, какие-то, ну, может, мелочи о вас он знает, но так, чтобы лучше, больше точно нет. Вижу, что этот мужчина будет искать возможности для того, чтобы с вами как-то вот знакомство это, ну, либо познакомиться еще раз, да, но уже на новых условиях, ну, либо укрепить то знакомство, которое уже состоялось. То есть будет втискиваться в вашу жизнь всеми правдами и неправдами. Здесь могут быть моменты, когда он что-то такое придумывает и вот обращается к вам там, за помощью, например. Либо он что-то такое про вас прознает и сам себя будет предлагать в помощники. Прям навязываться, не предлагать, навязываться. Мужчина очень такой, как бы сказать, закомплексованный, скорее всего, да, потому что, ну, был бы нормальный, уже бы давно подошел, уже бы давно на свидание пригласил. А это все присматривается, высматривает вас. Ну, как-то, знаете, не по-мужски это все выглядит. Возможно, вы поняли, о ком я говорю, и, скорее всего, у вас, ну, такое, знаете, состояние мути. Вы такая думаете, блин, только не он, только не этот, о ком я подумала. Ну, как раз-таки этот и есть. Значит, девочки, придется вам что-то такое придумывать, чтобы его от себя, в общем, отогнать, да, стереть. Вот. Ну да, головоломка такая вас ждет, либо квест. Ну, что есть, то есть, девочки. Нравитесь вы ему сильно, ну что ж, закомплексованный мужчина. Для него, представляете, это подойти к вам, это все равно, что вон в космос слетать и обратно. Это подвиг, это героизм. Ну да. Симпатичный, неплохой, но закомплексованный. Ну, я не вижу его хорошим вариантом. Очень он такой, знаете, обидчивый, нервный. И как что так все принимает близко к сердцу. Не туда посмотрела, не так посмотрела, не так бровью повела. Все, для него уже там это сердечный кризис, и он уже все со всеми прощаться начинает. Все, горе случилось. Да, нервный тип. Дальше, мои хорошие. Знакомство с женщиной показали. Но женщина здесь прям крутая. Крутая штучка, можно так сказать. Женщина-зажигалка, женщина-огонь. Женщина без страха и укора. Женщина, которая, ну вот, никого ничего не боится и все может. Она в какой-то степени, ну, можно сказать, что без принципов, без тормозов. Но опять же, в хорошем смысле, не в плохом. С этой женщиной вы то ли на работе познакомитесь, то ли по какому-то делу где-то будете находиться, и вот она рядышком будет, и вот деваться некуда, вы познакомитесь. Эта женщина будет что-то свое отстаивать, заодно и ваше тоже отстоит. То есть она вам чем-то поможет.
что-то подскажет, заступится, возможно, за вас. Ну, в общем, женщина очень классная, советую настоятельно вам с ней действительно разнакомиться, не просто познакомиться, а разнакомиться, так что прям обменяться контактами, там, друг на друга, опять же, в соцсетях подписаться. Вижу, что благодаря этой женщине в вашей жизни очень многое может поменяться, либо очень многое может случиться и решиться. Ну, поскольку она пробивная, а вы очень скромная, поскольку у нее нет тормозов, она никого и ничего не боится, хороший, классный помощник, подсказчик, ну и деятельный, активный человек. Вот явно не пожалеете, возможно, у нее даже чему-то и научитесь, может быть, даже более уверены в себе станете. Посмотрите, как она действует, и себе на заметку возьмете. Ну, явно неплохо. Женщина прям с правой стороны, и очень большая такая фигурка у нее. То есть, ну, знаковый человек в вашей жизни. Кстати, благодаря этой женщине кто-то из вас еще и большую рыбу может получить. То есть, возможно, она посоветует вам хорошего работодателя, либо она сама может быть как работодатель, либо словечко за вас замолвит. Ну, в таком ключе. Хороший персонаж, мне прям очень нравится. Вот, женщины мои хорошие, не бойтесь знакомиться с женщинами. Прям тема, вариант. Дальше, с левой стороны. Здесь какое-то случайное знакомство. То ли в интернете вы с кем-то познакомитесь, то ли где-то, где много людей. Там, не знаю, в баре, в кафе, в ресторане, либо в ночном клубе. Вот куда-то вы пойдете и там познакомитесь. Либо в интернете, действительно, в соцсетях познакомитесь. Либо на сайте знакомств, если вы посещаете, зарегистрированы. Вот. Человек очень юморной, очень веселый. Но здесь понятно, что вы друг другу не пара, потому что здесь какая-то большая разница между вами чувствуется. У одних отыграется это возрастная разница, то есть мужчина гораздо старше, чем вы. Ну, либо мужчина где-то очень далеко живет. То есть там встречи, либо полноценное общение, даже в интернете, оно прям такое не очень. Да, если человек живет совершенно в другом часовом поясе, и между вами там разница в 12 часов, то сильно как-то и не пообщаешься. Да? Мужчина еще может как командировку, например, в ваш город приехать. В общем, познакомитесь вы с этим весельчаком, с чудным мужчиной, классно проведете время, ну вот время знакомства. Ну, как бы, да, будете какую-то связь поддерживать, ну, она связь слабая идет и прерывистая, как будто бы пунктирная линия. Но этот мужчина, он настолько поднимет вашу самооценку, просто вот до небес поднимет. Будете его все время вспоминать очень добрыми словами. Что-то он такое вам скажет, расскажет, либо какой-то витиеватый комплимент, может быть, не один. Здесь именно речь о вашей самооценке. Если вы сейчас себя немножко стесняетесь, там, ну, возраста, вида, килограммов, то этот мужчина все ваши комплексы просто в крошку сотрет. Вот классный мужик. Жаль, что такая разница, да, жаль, что нельзя больше общаться, ну, либо плотнее общаться, но тем не менее. Вот одна встреча, одно знакомство, и такой вот положительный эффект идет на вас. Ну, вам точно понравится. Будете вспоминать, и вспоминать действительно очень хорошими и добрыми словами этого мужчину. Так, еще, мои хорошие. Здесь кто-то с длинным мечом. Но у кого-то отыграется, что это военный. У других может отыграться, что какой-то силовик, я не знаю, там охранник, ну, полицейский, может быть, да, в таком ключе. Мужчина, который с оружием, то есть у него есть допуск к оружию, скорее всего, умеет пользоваться, ну, либо оно так и есть, вот, возможно, часто с собой носит. Это знакомство идет по левой стороне, идет случайным это знакомство. Ну, допустим, вы едете где-то, и он вас останавливает, да, возможно, это ДПСник, либо, ну, допустим, вы где-то находитесь, да, и мужчина, представитель органа власти, правопорядка, да, вот как-то так познакомитесь. Ну, а может быть, даже он будет и не при исполнении, да, просто случайно познакомитесь. Вот этот мужчина,
вам понравится. Вам понравится его суровость, то, что он придерживается порядка, его строгость даже понравится. Но, если честно, я не могу вам его рекомендовать, потому что этот мужчина, он все-таки тиран. У него действительно очень плохой характер, грозный характер. Он очень патриархально воспитан, настроен. То есть для него как бы, ну, вот эти патриархальные ценности, когда мужик, он прям все и сразу, да, голова, а женщина так при нем. Вот. Сначала вы как-то это воспринимаете, как будто бы он шутит. Потом поймете, наверное, что все-таки нет, это не шутка, это, ну, такой стиль, образ жизни, такой ход мысли, да, это его мышление. Вам будет обидно. Обидно, что такой классный мужик, но в голове, конечно, лавка. Бывает, девочки, бывает. Не советую я вам с ним как-то сближаться, и уж тем более там, ну, на что-то намекать, там, давать свой номер телефона, потому что этот мужчина может посчитать, что вы его как законная добыча. Вот. Отношения явно вам с ним не понравятся. Вот его эта требовательность, навязчивость, желание все контролировать. Вот, ну, это прям какой-то мазохизм, если честно, будет с вашей стороны, если вы с ним свяжетесь. Хотя внешне выглядит на твердую пятерочку, весь из себя, высокий, статный, мускулистый, лицо такое правильное, прям сильное, силой. Понимаете, от него веет силой. Может быть, на это вы клюнете, и это вам понравится. Да, мужчина красивый, но бабка в голове, еще раз повторюсь. С таким, конечно, отношений не построишь. Я просто не вижу вас вот такой мягкой, покладистой женщиной. Я вижу, что у вас характер еще тот вулкан. Вот, и вы никогда не потерпите, чтобы вас кто-то задвигал, чтобы вам кто-то диктовал свою волю. Даже если это очень сильно любимый человек, вот этот дух свободы, дух противоречия не позволит вам себя сломать. А подчиняться и слушаться вы уже никого не будете. Вы давно вышли из этого состояния и никогда в него более не вернетесь. Вы более никогда не будете жертвой. Ни при каких обстоятельствах. Это все. Спаси и сохрани, да? Не буду. Вижу, что натерпелись. Вижу, что уже досталось вам в жизни. Ну, либо какой-то пример был перед глазами. Может быть, отец был у вас садист. Может быть, обижал вашу маму, вас, маленькую девочку, дочь обижал. Ну, в общем, неважно. Это уже ваши воспоминания. Не будем их ковырять. Но красивый, классный. Но нет, не стоит. Понимаете, он похож вот на большую собаку, которая прижала уши и хочет укусить. А вы перед ним стоите такая вот хрупкая, беззащитная, просто в шоке от того, что такой красавчик, да, вроде защитник, мужчина с оружием, оказался вот такой злой, бешеной собакой. Я ничего не имею против собак, я их очень люблю, но в данном конкретном случае это такая метафора идет. Видите, вот он стоит красивый с мечом, и тут же его вторая сторона, вот эта агрессивная собака, которая пытается вас укусить. Вот, так что имейте в виду, проявите бдительность. И, девочки, почаще умывайтесь, приводите себя в чувство. Да, он красавчик, трудно будет устоять, но нужно. Так, еще. А вот здесь что-то странное показано. Это не знакомство, сразу говорю. Больше похоже на какое-то краткосрочное свидание. Краткосрочное свидание. Либо, ну вот с кем-то вы... Даже не знаю, как это объяснить. То есть, грубо говоря, вы кого-то увидите, но вы с этим человеком говорить не будете. У кого-то отыграется, что вот будете вы ехать, например, в транспорте, да, и какого-то, ну, мужчину увидите, вот сами глаза вот прям потянут к этому мужчине. И прям понравится, что-то прям родное почувствуете, но у вас не будет возможности там разговориться, познакомиться. А у кого-то отыграется, вот едете, опять же, вы в транспорте, либо идете, и вот видите, проезжает транспорт, либо человек проходит, и вы этого человека, может, где-то уже видели, либо покажется, что вы где-то видели. Почему-то идет щемящее чувство, ощущение, что
Это что-то мое, родное, свое, любимое. Какая-то вот тяга возникает, да, необъяснимая. Вроде вы человека не знаете, а прям потянуло. Вот случайный прохожий, либо случайный попутчик. В общем, вы все поймете. Когда увидите, вы все это почувствуете и все это поймете. Девочки, действительно, как будто бы встреча идет с родной душой. Явно этот человек вам не чужой. Такую вещь скажу. Понятно, что это общее и, в принципе, сложно прогнозировать, но у многих так это играется. Вам судьба покажет вашего суженого. Либо мужчину, с кем у вас будет самая сильная любовь в жизни. Да, вам его всего лишь покажут на мгновение, на миг, но вы это все почувствуете. Вы это все почувствуете. А у кого-то отыграется, что человека вы уже, например, знаете, но вот давно не виделись. И вот случайно вы его увидите на несколько секунд. То есть тут два креста сталкиваются. Это два человека, которые друг другу по судьбе. То есть вам дадут его увидеть, но не дадут с ним поговорить, не дадут с ним познакомиться, если вы не знакомы. Вот как-то так. Покажут. Просто покажут. Смотри, вот он, вот он. То есть и он почувствует, и вы почувствуете. Но разговора здесь точно не будет. Ну, по крайней мере, вы будете знать, кто вам по судьбе. Прям врежется в сердечко и в память образ этого человека, а вы точно так же ему врежетесь. И, кстати, да, он может вам потом сниться, а вы будете сниться ему. Ну да, покажет вам ваше будущее. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.